Из серых деталей до робота-футболиста всего час и умелые ручки мальчишек. В глазах ребят огонек и неподдельный интерес к своему делу. Мухаммад Ахриев посещает кружок по робототехнике 2 года. Сейчас его задача собрать робота нападающего и занять первое место в соревнованиях по футболу. Я ходил сюда в кружок по математике, потом узнал, что здесь есть робототехника и начал ходить. Что интереснее, математика или робототехника? Не знаю, мне это интересно стало. И то, и другое, да? Да. А вот как ты готовился к сегодняшним соревнованиям? Очень хорошо готовился каждый день. Смотрел видео в Ютубе по робофутболу. В кружках робототехники обучаются дети от 7 до 17 лет. Разумеется, программы у них разные. Сначала ребята учились на простейшем конструкторе для создания роботов Лего. Позже перешли на новый уровень. Программы для движения робота, которые создают обучающиеся, пишут из готовых блоков и под руководством наставника. Это меня от всего очень отвлекает. Это очень интересно собирать роботов. Хотел бы стать айтишником. И буду стремиться к этому. Создавать роботов в центре учат в 4 группах, в каждой по 12 учеников. Это хобби развивает мелкую моторику, выстраивает правильное мышление и особенно незаменимо для тех, кто планирует связать свою жизнь с программированием. Обучение у нас разделено на 3 этапа, то есть модульное идет 3 года. С каждым годом программа усложняется, и на 3-й год уже другие роботы. Сейчас они с Лего собирают роботов. Сейчас 3-й год к лету должен начаться, и уже трик они будут собирать. Это уже более сложная модель робота. Итак, роботы собраны, остается подключить их к программе, благодаря чему конструкция оживет. И это, пожалуй, самая любимая часть практики для учеников. Соревнования начинаются, на поле роботы-вратари и нападающие. Как и положено, у каждой команды свои болельщики. А в соседнем кабинете совсем другая атмосфера. Здесь спокойные и трудолюбивые создают красоту своими руками. Выжигание по дереву уже много лет – одно из самых популярных направлений в центре. Я здесь уже год хожу, и на математику я уже 2 года хожу. Мне здесь очень нравится этот кружок «Умелые руки». И я хожу на кружок «Эрудит» на математику. Наш центр каждый день открывает свои двери для самых талантливых и любознательных детей. Наш центр работает с 1971 года, функционирует 14 кружков на базе школ, также на базе центра. Каждый наш педагог старается работать индивидуально с ребенком, чтобы как-то его заинтересовать, расширить их кругозор. Задача центра – всесторонне развивать своих учеников. Здесь же можно потянуть основные школьные дисциплины. Мы заглянули в кабинет занимательной математики. В столовой 5 дней расходовали по 12 килограмм крупы, Мария. А 2 дня по 9 килограмм. Сколько крупы израсходовали за все эти дни? Мария, что нам надо узнать в первую очередь? Здесь учат быть лучше, выявлять свои таланты и уважать все профессии. Ну и самая главная задача – оторвать детей от телефонов и заинтересовать полезным делом. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.